Привет, Тимур. Сегодня реальная возможность есть у творческих людей самореализация, поэтому, ребята, прошу, подавайте заявки, можно выиграть, получить деньги. Что касается моего сериала, он называется «Инвестор». Вы шутите про президентов, про министров, и все это очень круто. Чем больше нас будет в интернете, тем больше нас узнает мир. Вызвал вот такой раздражающий эффект. Роза над нами висит всегда. Очень много было возмущений, комментариев, разных обращений по поводу того, что вы провели КВН в период июльского наступления. Сейчас такая в топе тема — это парламентские выборы 2027 года. Да, я иду. И дальше не ответишь, да? Привет, Тимур. Привет. Мы уже успели посмеяться, пока ребята готовились. Да. Я, во-первых, хочу тебя поздравить и всю вашу команду с тем, что вы получили грант Института развития интернета, я так понимаю, Спасибо. на сериал. Да, на Давай для наших творцов абхазских расскажем вообще, что такое Институт развития интернета, а потом уже поговорим о сериале. Ну, Институт развития интернета — это такая платформа, площадка, где, в принципе, выдаются гранты, где финансируются определенного рода проекты. Там разные сферы, есть блогер-сфера, ну, в принципе, ты в курсе для наших зрителей. Есть еще также сфера документального кино, художественного, именно в большей степени сериалы, потому что Институт развития интернета направлен именно на продвижение определенной идеологии. Слава богу, это слово появилось уже в Российской Федерации, но имеется в виду, стали обращать на это все время, потому что я работал на телевидении, когда еще не было этого всего, то есть и похабщина звучала в эфире, и редко где что, наоборот, поощрялось, если где-то какое-то несоответствие ценностям традиционным где-то было, то наоборот это как-то раньше поощрялось, а сегодня есть требования, и этому требованию как раз 809-му указу президента Российской Федерации Владимира Путина Институты развития интернета в большей своей степени как раз направлен на то, чтобы пропагандировать традиционные ценности. Если ты позволишь, я просто добавлю два слова о том, что сегодня Институт развития интернета сфокусировал свое внимание еще и на Абхазии. И у абхазских творцов есть возможность подавать свои медиапроекты в Институт развития интернета. И в этом году 5 проектов про Абхазию и абхазских творцов Институт развития интернета одобрил. И в том числе, я так понимаю, вы будете снимать очередной сериал. Расскажи, пожалуйста, кто вы, что это за команда? Конечно, я вам сейчас расскажу о своем сериале подробнее, но раз уж мы заговорили о грантах, как ты, раскрыть нашим зрителям, это не только ИРИ, и ПФКИ, и Созидатель. Очень много грантов сегодня на территории Абхазии, которые большое внимание оказано Абхазии, я имею в виду именно в этом плане. Поэтому можно подаваться на все гранты и с любым практически проектом идти. Если у вас сельскохозяйственный проект, вы можете на Созидатель пойти. Если у вас, опять-таки, творческий, фестивальный, можно идти на ПФКИ подаваться. Если у вас кино или же блогер какая-то сфера, то если вы в блогерстве, то можно идти на ИРИ, поэтому теперь мы закрыли эту тему. Ну да, на самом деле это важно рассказать, потому что многие боятся возможности творческих людей сегодня, они развиты. Никогда не было. Максимально, да. Были до этого иностранные всякие, там фонды, которые там финансировали какого-то рода раньше, слава богу, их сейчас уже здесь нету. Сегодня реальная возможность есть у творческих людей самореализация, поэтому, ребята, прошу, подавайте заявки, это реально все работает, можно выиграть, получить деньги. По собственному примеру могу сказать. Что касается моего сериала, он называется «Инвестор». Я раскрою, абхазская интерпретация слова «инвестор». Это история о московском темщике, который вынужден приехать в Абхазию по своим делам и вынужден еще и остаться. Он остается чуть позже. Поначалу он представляется, чтобы не тратиться на рестораны, на гулянок, и он представляется инвестором.
вот местным ребятам, которые верят в это, потому что там складываются так события. И, в общем, они его выгуливают, залазят в долги, в надежде, что он построит, как и обещал им, гостиницу. Но в ходе всего этого происходящего там так получается, что они сближаются, естественно, там. И в этом человеке просыпается совесть. Именно совесть, потому что раньше я это слово очень часто слышал вообще, а сегодня почему-то это слово заменяют на нравственность, на традиции, на традицион. А мне вот само слово совесть сильно нравится, и мне кажется, это основа все-таки вот души человеческой, и на этом надо как бы побольше акцент. Раньше у нас всегда, ну, в наших традициях, у нас тоже Алламас одна из первых как бы пунктов, да, нашего Апсвара. Поэтому мы решили с моими соавторами, это Бабасик Шакая, Тенгиз Чопо, с которыми мы вместе это все придумываем, расписываем. В принципе, уже второй проект у нас совместный. Вот, первый у нас был «Однажды в Абхазии», вы знаете. Про «Однажды в Абхазии» мы более детально с тобой поговорим, если ты не против. Я хочу про «А-инвестор» поговорить. Да. Мне кажется, важно для Абхазии и для развития кинематографа в Абхазии порассуждать на тему, кто команда, что я имею в виду, кто будут операторы, кто будут, вот ты сказал, авторы, наши местные ребята. Да. То есть из каких людей будет состоять команда, к чему я спрашиваю. Нам очень важно развивать внутри страны в целом кинематограф, чтобы наши творцы развивались. Прекрасный вопрос. Вот расскажи, пожалуйста, что за команда задействована. Да. Это наши местные ребята преимущественно. Так как я возглавляю отдел кинематографии, естественно, у меня большая заинтересованность привлечь как можно больше местных ребят, местных специалистов. Но есть узкопрофильные там вещи, которые, допустим, нету сейчас. Потому что кино создается художниками. Все художники. Режиссер художник, художник-постановщик, художник, оператор художник. Все художники там. Грим художники. Сложно найти таких иногда узких специалистов. Но по максимуму мы все равно берем своих. Ассистенты у нас точно все будут местные, потому что надо будет обучаться. Но и сейчас я пытаюсь возглавить цеха тоже местным ребятам, девочкам. Уже я пригласил на роль второго режиссера Александру Авизба Баталбеевну, девочка, которая снимала «Море». Она победила там во многих тоже фестивалях. Также возглавить костюм, художника по костюму я пригласил Лику Губля, где тоже начинающая девочка. Хочу посмотреть, как это все у нас срастется. Ну, уверен, что все срастется, потому что в этих людях, в наших людях есть такая черта, которая называется вкус. Вот никуда не денешь это. Если даже у него визуально какая-то, может быть, безвкусица, я сейчас о себе говорю, допустим, да, я имею в виду по одежде, я редко так обращаю внимание на это все, но в другой сфере у него будет обязательно шикарный вкус, как бы вот. Поэтому, в принципе, в большей степени, я думаю, процентов на 80 моя команда будет состоять из местных жителей, из местных наших ребят. Ты готов раскрыть имена главных героев, актеров фильма, или это пока еще загадка? Честно тебе скажу, это не загадка, просто мы еще подбираем, очень сильно все выросло в цене. На кого мы надеялись, мы хотели пригласить на роль главного этого героя Никиту Калагривова, но поняли, что нам пришлось бы Гагру продать. Дорогая смена. Гагру пришлось бы отдать Давайте ему. не отдавать. Давай не отдавать, давай найдем другого актера, конечно, да. Ну, абхазские актеры тоже, конечно же, будут снимать. Абхазские актеры все наши будут, да. Там сейчас кастингом плотно занимается Бабасик Шакая, у нас по совместительству кастинг. Местными, а российскими актерами мы тоже привлекли наших партнеров с России, чтобы нам помогли подобрать. И вот сейчас в ожидании. В принципе, поэтому имен никаких сейчас не могу назвать. Нам надо, чтобы цены совпали с понятно, желанием. Да, это уже какая другая сторона медали. Надо понимать, что кино стоит дорого. Всегда, да.
И на самом деле, вот тебе, как главе отдела кинематографа Министерства культуры, мы все прекрасно понимаем, что с кино в Абхазии немного сложно. Я на моей памяти помню только один кинофестиваль. По-моему, тогда Тимур Кекескири возглавлял отдел молодежи, он Да, назывался. Сухумский кинофестиваль. Да, был Сухумский кинофестиваль. 2 года было. По-моему, еще снимали новеллы, а Мобайл спонсировал. Ну, в общем, было большое событие. Да. С тех пор, вот чтобы сняли местное какое-то кино, вы сняли сериал «Однажды в Абхазии», и вот такое, скажем так, авторское кино. Вот какие перспективы у абхазского кинематографа? Ты правильно подметил, что дорогое кино, удовольствие дорогое, но когда есть люди, это все упрощается, это все удешевляется. Я имею в виду специалисты. Ну, дорогие же в основном именно они. И помимо актеров можно с начинающих начать актеров, там недорого это все снять, если есть режиссер, если есть оператор, если есть в этом суть. Перспектива у нашего кинематографа большая, потому что очень много талантливых, ну, очень как, это в рамках нашей республики, когда их 8-10 человек, это уже, ну, это вот ребята, которые реально могут снять, которые возьмутся и снимут, доведут до конца, по ним видно это, они, ну, серьезно подходят к этому, ко всему. И многие уже снимают, вот Наур, Инар, Наура уже вот сейчас вторая картина будет. Наур Гармели, Инар. Да, Наур Гармели, Инар Нормания. И Инар, сейчас Инар первый снимает, Наур чуть позже будет снимать, тоже полные метры они снимают, это здорово, это вот он, вот он рождается, абхазский кинематограф, конечно. Конечно, он родился еще раньше, возрождается, правильно, да, возрождается и уже с прибавлением, уже с разрастанием. Вот, и помимо них еще там Атана, я знаю, что там... Атана Агрба, да. Поэтому, ну, много сейчас. Илона, я могу перечислять. Это режиссер Хварский, да. Идем дальше. Да. Мне просто хочется, чтобы наш зритель эти имена тоже знал. Обязательно он и знает, я уверен, что знает, потому что это все, те, кто выигрывали. Та же Александра Авицба. У нас есть документалисты молодые, вот Меги Тарба есть, она еще учится, но у нее уже несколько картин, которые произвели такое великолепное впечатление, можно сказать так. Это мы сейчас только говорим о режиссерах. Есть еще другие самородки, есть операторы, которые переходят из операторов в режиссеры, то есть от обратного идут, не от образования, а от практики, теории, как говорится. Вот, допустим, тот же вот самородок наш Джану Цурцумия. Вот, он тоже начинал все сам, начинал с рекламных роликов, с клипов. Сегодня он может снять кино сам запросто. Это, ну, серьезная личность. Таких у нас, ну, для маленькой Абхазии это много, ну, это нормально. Ну вот знаешь, ты называешь режиссера. Вообще индустрия испытывает кризис идей. Вот, допустим, индустрия отчаянно ищет сценаристов с крепкими идеями. Вот здесь у нас как обстоят дела в Абхазии? Ну, идей много у всех. Вопрос в том, как их реализовывать. Поэтому я почему этих людей назвал и сказал, что там, вот у нас большое будущее. Если исходить из того, что там он может шикарное кино снять за 250 миллионов или за 300 и сидеть ждать эти деньги, естественно, он может, ну, утухнуть за это время, пока там это может. Ну, принципиальные люди дожидаются тоже, такие тоже есть люди. Но если он будет по чуть-чуть, потихоньку, как ты говоришь, вот находить идеи, как вот своего есть же такие пример, масса примеров, где вот там ведьми плеер, который там 25-30 тысяч долларов сделало кино и принесло 60 миллионов. Да. Ну, масса таких примеров, где можно там на уровне идеи вытащить кино, то есть стать уже популярным, где-то, чтобы обратили на тебя внимание. Вот невооруженным взглядом мы, как бы обычные жители страны, замечаем, что сюда очень часто стали приезжать наши там российские друзья снимать фильмы в Абхазии. Да. Скажи, пожалуйста, насколько это перспективно для Абхазии с точки зрения, ну, какого-то заработка в бюджет? Потому что мы с тобой прекрасно понимаем, что съемочные павильоны дорогущие, и, в общем, много чего упирается в деньги, а у нас тут много локаций, и мои знакомые друзья-режиссеры всегда как бы с таким пиететом обращаются к Абхазии. Вы в Министерстве культуры рассматриваете вариант сделать Абхазию таким центром
для съемок фильмов. Ну, конечно, Да. чтобы это дальше приносило бюджету какой-то Пока плюс. это сейчас еще возможно, имеется в виду, конечно, да, но придет время, естественно, когда уже поток автомобилей увеличится, и людей, я имею в виду, и кино такая вещь, когда караван становится, там эта дорога перекрывается, поэтому на сегодняшний день, конечно, это все можно, это прекрасно рассматривается в Абхазии, потому что здесь очень много солнечных дней, очень прикольные локации, смотрибельные, они Конечно, хорошие. это же реклама для нашей Архитектура страны. уникальная, деревья уникальные, все уникально. В Абхазии солнечные дни, даже когда пасмурно, если взять камеру, направить там, наоборот, картинка становится какая-то более, ну, мягкая и более интересная, живая, такая прям киношная, можно сказать. А вот в России в этом плане, ну, когда там пасмурно, все серое становится. А здесь играют эти тона, полутона, наоборот, тени начинают играть. Здесь поинтереснее это все, конечно, смотреть. Абхазия в этом плане уникальна. Мы рассматриваем такую историю, чтобы здесь снимали кино. Как раз мы рассматриваем ее в такой позиции, чтобы те, кто снимает кино, брали в ассистенты местных всех наших специалистов. Чтобы разрасталась команда, которая будет здесь, в принципе, снимать. Но вот с таким вот условием мы, вот, в принципе, готовы принимать наших гостей, которые хотят здесь снимать. Давай поговорим про «Однажды в Абхазии». Мгм. Сериал наделал много шума у нас в Абхазии. Аудитория разделилась, ну, в процентном соотношении никто не скажет, но были те, кому понравилось, были те, кто захейтил жестко сериал. Ну, наверное, так случается с любым контентом. Мгм. Вот по прошествию времени, как ты сам оцениваешь сериал, если это уместный вопрос? И в целом, я попробую оформить такое наиболее часто произносимое такое, ну не хейтерское, но замечание в адрес сериала, что в сериале фактически нет положительных персонажей, и учитывая, что там в Абхазии кинематограф это большая редкость, да, сериал, и тут получается, что слишком много иронии, и в целом складывается не совсем правильное впечатление об абхазах. Вот как бы ты ответил на такой комментарий? И в целом, как ты воспринимаешь этот сериал? Хотел бы ты снять второй сезон? Давай Ну поговорим вот про как это. раз отвечу на этот вопрос, что эта история, в принципе, недосказанная. Поэтому ее оценивать сейчас сложно, потому что мы рассчитывали на 2 сезона, и договоренности у нас были про 2 сезона. Что касается отсутствия положительных персонажей, я не согласен с этим, потому что там есть положительные персонажи, главный герой, положительный персонаж, самый главный герой. Потом те, которые псевдоотрицательные персонажи, они в конце становятся положительными. Ведь кино это что такое? Это рассказ, путь героя от одной точки к другой. В своем сознании он меняется. Поэтому очень многие герои, если посмотреть эту картину с начала до конца и погрузиться в драматургию, там герои меняются. Меняется наркоман, меняется, становится положительным, признается, понимает, осознает свою боль, свои ошибки, понимает, какую боль приносит своим окружающим, родным. И более того, исправляется, находит там свою любовь. Главный герой борется до конца с несправедливостью. Там очень многие, те же, которые поначалу, не антагонисты, а которые псевдоотрицательные герои, там многие меняются. Даже те, которые меняют свое мнение по ходу мнения народа, которое было там, да, вот этот вот ход уникальный, кстати, который мы применили режиссерский, это вот мнение народа постоянно, которое возникает, которое там ходило, даже там можно обратить внимание, как достаточно позитивные все. Я Но не ты сказал бы. сталкивался с тем, что кто-то в этом сериале видел себя и обижался на тебя, например? Я не могу сказать, что увидел себя, я обиделся. Те, что там обижают, я слышал такое выражение, слишком откровенный, М, вот, обнаженный, мгм, слишком обнаженно. мгм. Вот это выражение мне понравилось. Ну да, это звучит больше как комплимент. Нет, не как комплимент. Слишком обнажил проблемы, которые можно было не Не раскрывать. выставлять, Об да. этом идет речь. Но мы это целенаправленно сделали. Немного. Это зеркальное отражение Абхазии. Это не конкретная история. Это зеркальное отражение сегодняшней Абхазии, в принципе. Слушай, ну вот в этом смысле
Я когда готовился к интервью, меня посетила мысль, что на самом деле у тебя богатейший опыт восприятия абхазского общества. Что я имею в виду? Одно дело сериал «Однажды в Абхазии», другое дело ваши алав-клабы. Получается, что вы в любом случае анализируете абхазское общество, и понятно, что в ироничной форме, в кинематографичной форме, под более утрированным каким-то углом вы даете обществу. То есть у вас Love Club тоже достаточно, идет на острие социальных проблем. Да. Вы можете себе это позволить, и это очень круто. Вот если бы ты прилетел в какую-то страну, где никто не знает про Абхазию, и тебя бы спросили, какое абхазское общество, что бы ты ответил? Как бы ты рассказал незнакомому человеку, какое абхазское мне своими общество? словами или сказать, прочитайте вот эту книгу, и вы поймете. Не знаю, может быть, ты бы предложил прочитать книгу, но своими словами. Какое каким-то, да. потому что у тебя богатейший опыт. Это же не просто так шутки появляются. Сложно это же глубокий рассказывать. анализ. Вот знаешь, в таких случаях, конечно, рассказывать, это немного тоже не по-абхазски, там, хвастаться своим народом, да. Мне кажется, поступки, я бы совершил бы там какой-нибудь поступок, который бы сказал бы, чтобы сказали, а кто этот парень, это абхазец. Ну вот абхазское общество, в твоем понимании, про поступки. Да, для меня в этом плане Лакирбая произведения, вот они такие ярко выраженные, они вот хорошо говорят об абхазском обществе, они вот прямо концентрированные какие-то, можно даже сказать, там, с концентратом такого абсурда. Я хочу поговорить про Love Club. Да. Во-первых, я большой поклонник Love Club. Мне кажется, что вся уникальность Love Club заключается в том, что вы благодаря вашему опыту можете себе позволить шутить авторитет уже так, есть, да. как, наверное, пока мало кто в этой стране себе может позволить. Это всегда на острие каких-то сложных социальных проблем. Вы можете себе позволить иронично высказаться в отношении даже персоналей. Вы шутите про президентов, про министров, и все это очень круто. Скажи, пожалуйста, вы сталкивались потом с проблемами, с обидами, что вам кто-то звонил, обижался, говорил, слушай, не надо так шутить? Да, конечно, Да, есть сталкивались. такое? Да, есть такое, было такое, но довольно часто мы просто не обращали внимания, а те, кто говорили, объясняли им, что... мы шутили про президентов, Да. про конкретных президентов, имена их называли. И эти люди нам... Сидели же в зале и смеялись. Сидели в зале и смеялись там. Поэтому мы не видим ограничения какие-то в каких-то личностях, и что мы не можем там про кого-то пошутить. Но, естественно, есть моменты там религиозные какие-то там. Мы можем там католика, отца какого-то показать, там батюшка или еще что, где исповедь какую-нибудь там. Но в святые вещи мы не лезем, не трогаем. А по личностям почему нет? Что мы считаем, что мы можем пошутить практически. Если это еще и известная личность, то обижаются, что теперь делать. А какая абхазская публика? Вот мне кажется, могу ошибаться, что раскачать публику абхазскую очень сложно. Потому что я часто бываю в Москве, по возможности стараюсь ходить на стендапы, мне нравится. И там больше открыто, и комикам российским проще шутить, они не ограничены рамками абсура. Вам и пошутить сложнее, темы поискать, грубо говоря. И какая она абхазская публика? Сложно раскачать? Абхазская публика достаточно сложная, но в то же время очень благодарная, когда в нее надо попасть. Естественно, чтобы попасть в нее, там, какими-то заумными текстами и так далее, это не стоит. Ей очень нравится наша самобытность, наши именно... Наши внутренние радости, имеется в виду наши внутренние эти конфликты, ментальные штучки очень сильно нравятся. Их она воспринимает, прямо впитывает в себя сильно. Что же касается там какого-то, там, я не знаю, общенародного или какого-то еще юмора, сейчас вообще в целом зрители избалованы, потому что очень много юмористического в телефоне, где угодно. Поэтому не только абхазский зритель сложный. Я думаю, сейчас не думаю, а знаю, что любой зритель сложный, потому что он уже насыщен этим всем. Ему легче посмотреть рилсы 15-секундные, которые меньше времени занимают, нежели сейчас слушать мою минутную речь, допустим, которая в конце, которой я одну шутку скажу. Это уже скучно.
для сегодняшнего зрителя. Если мы говорим про юмор, я немного продолжу. Сейчас проходили, скажем так, соревнования по КВН. Абхазские города представили свои команды. Как все прошло? Мне даже посчастливилось посидеть в жюри. Это был крутой праздник. Как ты оцениваешь молодых юмористов, учитывая твой опыт? И в целом, насколько это востребованные конкурсы? Готов ли ты продолжать их дальше? И потом немного поговорим про фантасмагорцев. Даже Да. сложно произнести. Тоже обсудим, если ты не против. Да, конечно. Слушай, я очень доволен Абхазской лигой. Это мы создали Абхазскую лигу, чуть формат ее изменили. Не чуть, а так достаточно нормально. Наставничество, если любовь, что оно называется. Мы привлекли опытных КВНщиков, которые помогают уже в принципе. И от этого действительно качество КВН, конечно же, сразу же возросло. Это уже у нас 3 игры было. Вот, первая игра была без наставников. Вот она была самая слабая. А остальные игры, вот 2 игры, вот на одной тебе удалось побывать в качестве жюри, оценивать. Они действительно хорошо прошли, эти игры у нас постоянно. Более того, зритель подтянулся очень сильно. Очень много, зал всегда переполненный. Да, переполненный. Мест свободных вообще нет, стоячие места там. И есть потребность в этом во всем у людей увидеть это вот местный самобытный юмор. И вот к нам поступают предложения сделать из этой лиги межрегиональную, но международную, имеется в виду, чтобы из соседних регионов, там, с Краснодарского края, с Адыгеи тоже могли к нам приезжать команды. Но я считаю, что пока рановато. Дело в том, что если эта лига станет вот такой международной, она потеряет вот эту самобытность свою. То есть придется ребятам шутить уже на общем, на глобальные темы. А тут еще мы можем себе позволить там похулиганить по абхазским темам. И это очень сильно нравится людям. Поэтому, на мой взгляд, нам надо еще хотя бы год, наверное, скорее всего, оставить. Или еще 1 годик бы вот так вот поиграть, набрать еще команды, потому что у нас в этом году было 8 команд с разных регионов. Вот 2 университетские команды были. Да. Сейчас продолжает борьбу 6 команд. Вот они осенью встретятся в полуфинале. И вот хочется их побольше, потому что для молодых ребят, для начинающих КВНщиков, это очень хороший старт. Вообще такой идеальный. Конечно, выступить на сцене с такой... Выступить на сцене, телевизионная съемка. Они все понимают. Им говорят, там, эта камера сюда работает, там, туда работает. Сейчас, может, мы там плотно так им не говорим поначалу, но все это к этому все равно рано или поздно придет, потому что они должны уметь работать и на камеру, и на зрителя. И им надо придумывать это все, им надо ставить на ноги. Это все колоссальный опыт. Они потом одновременно мы их развиваем и в блогер-сфере тоже, чтобы они открывали свои странички, вещали свои истории. Чем больше нас будет в интернете, тем больше нас узнает мир, в принципе. Ты автор другого крупного проекта, который очень ярко о себе заявил. Это «Лапчаба» и «Лапчаба дети». Это музыкальный проект, который, как выяснилось в финале, открывает победителям большие возможности. «Лапчаба дети», в котором я был в жюри, победитель поедет, извини меня, на «Голос дети». Да. Это большой-большой старт для молодого таланта. «Лапчаба» для взрослых, там будет записан авторский трек в одной из крутейших студий звукозаписи в России. Да. Помимо этого, хореографы тоже будут представлять, мы по-любому отправим их всех, и инструментал, и хореографов мы отправим на фестиваль представлять Абхазию. Во-первых, у меня возникает вопрос, когда ты все это успеваешь, это один вопрос. И второй вопрос, слушай, как ты вообще оцениваешь уровень подготовки наших детей? Одно дело, они талантливые от природы, другое дело, мы понимаем, что сцена требует какого-то особого отношения, особой подготовки. Вот ты же наблюдал из концерта в концерт за детьми, что ты готов сказать про это, про выбор репертуара, про отношение родителей к тому, что происходит на сцене? Если честно, этот проект превзошел мои ожидания поначалу, потому что поначалу казалось, что мы не наберем никаких участников.
была такая пропасть, понимаешь, мы достаточно долгое время занимались местным КВНом и взрастили несколько поколений. Да, и по этому КВНу было видно, там, туда и вокалисты приходили, ну, вся творческая молодежь, которая была в Абхазии, она в основном приходила в КВН, и по ней мы ориентировались, в принципе. И там еще конкурсы были много разных, там и акармацысы и так далее, где мы видели, где кто, ну, там, кто творческий, кто поет, кто танцует. Там, и так. А потом как-то так получилось, вот долгий промежуток времени мы, такая пауза у нас была еще перед ковидом, там, за пару лет. И мы не знали, вот, не видели там эту молодежь, поэтому было как-то страшно это все делать, потому что ну, те, которые мы знаем, они уже выросли и не пойдут. Они там уже кто гидом, кто где работает, уже там семьи и так далее. А новых людей мы не знали там практически, кто это, там, какая она. Это молодежь. Поэтому было страшно, когда к нам на кастинг пришло первое там, 250 человек, правда, очень много детей. Почему мы решили сделать потом дети? Потому что много детей пришло. Хотя мы озвучили, что там с такого-то возраста мы пришли 8-летние, 9-летние, там дети такие талантливые, такие красивые, такие ну, чудесные. У нас выбора просто не было, и вот мы там поднатужились, ну, с горем пополам, в общем, мы нашли эти средства, в итоге и сделали лапшаба дети тоже. Дети действительно были поразительные. Меня что больше всего радует в этом проекте, и среди детей, и среди взрослых, победителями стали не те люди, на которых ставили. Фаворитами были вообще одни. И черные лошадки. Да, черные лошадки оба оказались. Причем Аслан Чачава, он в 1/4 вылетел. Его просто девочка решила покинуть проект, и его добрали. И он стал победителем. Это о многом говорит в этом проекте. То есть у него хватило этих сил, хватило решительности вот это вот, подойти к этому все. И он там и в полуфинале, и в финале так ярко заявил о себе, что у нас просто не оставалось выбора у членов жюри и у всех. Все согласились с тем, что он победитель. Да. Вот, и поэтому очень крутые дети, но вот во втором сезоне это, во-первых, там у нас сейчас перемешано и новые, и старые. Во-первых, те, кто участвовал в первой лапшабе, они вышли сейчас на сцену совершенно другие. Это действительно грандиозный рост произошел у этих ребят. Они абсолютно уже совершенно по-другому исполняют. Это уже звезды, действительно уже звезды. И поэтому я думаю, что впереди там с этим проектом тоже нас ждет много ярких звезд, которые загорятся на небе. Слушай, а уже известно, какой будет приз для победителя? Или вы Нет. придержите это все Мы всегда до держим финала? это в секрете, потому что... Ну, судя по предыдущему опыту, это что-то грандиозное. Ну, я не знаю, сейчас Илон Маск на Марс, если не отправит победителя. Что нам сейчас придумывать? Ну, мы желаем успеха всем участникам Спасибо. Лапшаба, потому что я сам видел эти дни переживания, расстройства и так далее, но это очень круто, это очень здорово. А скажи, пожалуйста, как появилась Абхазская лига КВН, как стало возможным вообще рождение новых абхазских юмористов? Ну, у меня этот, как его, вызвал вот такой раздражающий эффект, да, скажем так, насчет этого. Я о ней думал так, Абхазской лиге, но не серьезно. Вот Илья Чехеря, я у него давал ему, вернее, интервью, и как-то он мне вот подсаторил вот этим самым, вот почему вот ты вот тот же такой опытный КВНщик, и вот, ну, там... Почему вот вы не сделаете? И вот я об этом как раз ему и говорил, что я боюсь, какое пока, где вот ты, вот там ему 19 лет или 18, да? Как раз ты пойдешь играть в КВН, если вы соберетесь молодые, то я сделаю. И вот он говорит, что да, пойдет, но так и не пошел в КВН играть. Слушай, но мы в любом случае должны ему спасибо сказать. Спасибо должны сказать, потому что реально команды очень хорошие. И Гальская команда очень сильно радует всех. Гагринская команда. Да, сейчас, тогда это было вообще мега, мега смешно. Римская команда, вот и вот, Гудаутская команда вообще удивила. Слушай, ну если у тебя во время интервью рождаются такие порывы реализовать какие-то крутые проекты, почему бы на примере Лапшаба не сделать такой
конкурс для комиков, для индивидуальных предпринимателей, юмористов. Это мега популярное направление. Саид, я уже взял во внимание, мой дорогой, когда ты это сказал, и мы в этой Ты кому-нибудь в следующем интервью, чтобы рассказал, что Я вот сейчас Саид... говорю, Саид Барганджи, я это говорил, кстати, где-то. Саид Барганджи на абхазском телевидении предложил мне сделать стендап в Лабджабе. Это его идея именно в Лабджабе сделать. И действительно, мы срастили, у нас 4 участника. правда? Да, у нас 4 стендапера сейчас. Возможно, их станет больше или 5, 4. Это тоже будет как конкурс или пока еще неизвестно? Ну, смотри, у нас же там есть ораторское мастерство категория. И где Все в рамках это- Лабджаба, все. Да, в рамках Лабджаба пока. Посмотрим, мы хотим, чтобы появилось желание в людях прийти. То есть на первом концерте были? Да, да. Обалдеть, И я они от приду. себя говорили, ну, в смысле, они прямо прописали все и говорили, ну, я тебе хочу сказать, нормально будет. Пока для первого блина, вот этого, да, который комом выходит, было нормально с их стороны. Дорогие друзья, которые нас сейчас смотрят, Да, я к вам обращаюсь искренне. Давайте все вместе ходить на концерты Лабджаба. Там вход бесплатный, Да. там очень много музыки, очень много поэзии, танцев. Вот еще и юмор появился. Я Если приду. еще кто-то хочет поучаствовать в стендапе, пользуясь Да. случаем, пожалуйста, приходите, мы вас будем рады Я видеть. приду не поучаствовать в стендапе, Ты будешь но... оценивать. Ну, спасибо. Я с удовольствием. Мы из беседы в беседу здесь в проекте «Хара» с нашими героями во 2 сезоне очень часто поднимаем следующий вопрос. И мне кажется, ты как никто можешь на эту тему порассуждать. Сегодня в Абхазии есть переживания, связанные с тем, что вот российская культура, вот все эти российские институции, которые вошли в Абхазию, например, тот же Институт развития интернета, ПФК и так далее и тому подобное, все это может привести к тому, что наша самоидентичность, она будет поглощена. Как считаешь ты, порассуждая на эту тему, потому что ты участник многих этих проектов, есть ли у тебя возможность рассказывать про абхазов, про то, какие они есть? В общем, есть ли это угроза или нет? Если Знаешь, как, Саид, я тебе скажу, угроза над нами висит всегда. Ну, так получилось, мы маленький народ, и всегда висит. Ну, как-то мы эти тысячелетия, знаешь, прожили и до сих пор сохранились, и здесь находимся. Но я помню время, когда мы были едины, как один кулак, и с нами невозможно было сделать абсолютно ничего. Я про войну говорю, про послевоенное время, да, но... Потом так получилось, что наше общество раздробилось. Сегодня уже состоит из нескольких ячеек. Поэтому эти страхи здесь, в принципе, присутствуют, что мы можем исчезнуть, что этого слишком много. Если мы были бы едины в своем каком-то порыве, векторе, давно, просто между собой, даже там, чтобы мы спорили, да, понятно, но... Больше единый, я думаю, мы бы сумели бы хорошо воспользоваться этим моментом, который сейчас наступил, потому что такой возможности пока еще у нас не было. Вот в послевоенное время, где вот можно реально реализоваться, где можно реализовать свой проект, где можно через этот проект заявить там, на весь мир об Абхазии, о нас. Что такое признание Абхазии, да, вот скажем так. Признание Абхазии это с одной стороны, когда президент какой-то страны идет выступает, или министр иностранных дел идет выступает, да, и говорит, вот мы признаем эту страну, вот мы правительство решили. А есть другая сторона еще признания Абхазии. Вышел какой-то фильм абхазский, который посмотрел весь мир, и сказали, елки-палки, какая прикольная история, вот эта абхазская история, какая она прикольная, все там. Это уже признание. Какой-то продукт вышел абхазский. Я не знаю, придумали абхазцы новый iPhone, который заполонил. Это все будут знать, что это абхазец придумал. Нам нужно вот такое признание, к такому идти. К абхазскому продукту нам надо идти. Нам надо вообще поднять тему абхазского продукта. Поэтому, когда мы говорим вот за переживания, вот за эти все, мы переживаем. Каждый же в себе уверен, переживает же за кого-то, что там кто-то что-то сделает. Я-то этого никогда не сделаю там, да? Каждый за кого. А когда мы все будем едины в одном каком-то вот и друг другу доверять, когда мы будем, тогда нам ничего не будет страшно. Тогда мы будем, как полагается,
нести свою политику, свою историю. Как ты оцениваешь отношения России и Абхазии вот в контексте как раз, наверное, вот этой колоссальной помощи, которая, как мне кажется, раньше как бы она оказывалась на уровне государства, сейчас также на уровне государства, но нацелена она уже на каждого человека творческого. И не обязательно, мы всегда говорим творческая молодежь. На самом деле не только молодежь, то есть можно себя проявить в На разном протяжении, вот сразу извини, пожалуйста, Да. я даже договорить не дал. Да, вот Просто как ты на оцениваешь? протяжении скольких лет нам Россия помогает, вот уже, да, по инвестиционной политике, если то, вот, вы же, они сколько слышим лет? Мгм. Не знаю, с 2008 или с какого-то сюда идут вливания. Обычным людям они не попадали никогда. Все время какие-то стройки, какие-то, и денег всегда не было. Никто не мог смотреть. Сегодня такая ситуация, где обычный человек, где, может, маломальски грамотный, который может подойти, ему помогут оформиться, там, да, в этих созидателях он может получить грант там, от миллиона или от 500 тысяч до 3 миллионов, до 5 миллионов. Там. Это ты представляешь, для сельскохозяйственника, допустим, какая-то помощь, да, или средства, он что может там сделать, или же там, я не знаю, другие какие-нибудь гранты творческие. Вот у нас девочки из Сандривша там о музыкальной школе мечтают, они тихо-тихо придут к этому, там построится музыкальная школа. У них они изготавливают свои маленькие мини, эти вот Хагба, девочка, она мини музыкальные инструменты, такая вообще уникальная вещь, так смотрится, очень Сувениры. сувенирная, да, но они звучат, весь прикол, что на них поиграть даже можно. И таких очень много, гончар, ремесленников здесь очень много, там, художников, творцов, их тоже очень много. И эти люди сегодня реальными, когда им раньше было, когда они могли раньше найти какие-то средства для своей продукции. Поэтому я оцениваю очень высоко вот это вот взаимоотношение России и Абхазии. Несмотря на то, что кто-то в этом во всем какую-то угрозу видит, да, я не знаю, может быть, какая-то в этом доля чего-то есть, но я не вижу так никакой угрозы, я вижу только положительное. И посмотрите на нашу набережную сегодня. Это, Вот я только хотел спросить, совсем недавно открыли набережную, и мы видим, наблюдаем за тем, как есть категория граждан, которые, в принципе, считают, что было лучше, чем стало. Их, может быть, не так много, но какие-то... И в целом мы сейчас про это явление тоже с тобой давай поговорим. Но мне интересно твое мнение. Ты режиссер, ты занимаешься визуалом, как тебе новая абхазская, такая обновленная абхазская набережная? Будешь ли там снимать что-нибудь? Конечно, буду снимать. Она прекрасная, набережная, выглядит великолепно. Просто там, извини меня, гранит конкретно лежит. И она, ну, в цветовой гамме тоже. Она-то сейчас прямо горит, конечно, белым. Ее там при солнце снимать невозможно, потому что она там засветит все, ну, потому что она новая совершенно. Но потом она чуть притрется, это будет вообще прекрасно. Это она уже прекрасна. Ну, фотки классные получаются даже, когда она горит, вот такая вся белая. Ну да, днем я тебе говорю, ты ее будешь снимать, она будет вот так гореть. Это прекрасное. Это, ну, я не знаю, кому это может не нравиться, скажем так, дело вкуса, наверное. Бывает иногда еще и вкус тоже чем-то вызван, там вот это. Прекрасно это вообще событие, которое произошло для нас, вот это наша набережная. И мне еще нравится, что очень осторожно подходят к этому ко всему, обходят то, что вот нашли вот эти, значит, эту стену, да, нашу старую там крепостную, там, то есть, Да, и раскопкам раскопки ведутся, и все это будет там сделано. Ну, то есть с любовью относятся ко всему это. Вообще, хотел бы похвалить мэра нашего города, потому что появились тротуары, которых в жизни не было. Появились улицы, по которым стало приятно ходить, не спотыкаться. И каждый раз появляется что-то новое. Большую работу выполняет администрация города сейчас. В целом, я бы хотел порассуждать над таким, наверное, социальным явлением. Многие новшества, которые появляются в Абхазии, периодически какой-то группой людей, ну, я про социальные сети говорю, очень остро воспринимаются в негативе. То есть и так было всегда на самом деле на протяжении, вот я сколько в журналистике, столько помню, что что-то у какого-то события всегда есть противодействие, неважно какого характера события, открытие набережной, запустили комету и так далее.
это вот наша какая-то самоидентификация такая, мы всегда чуть-чуть с осторожностью относимся, и нам проще поругать, или это может быть, как правило, там какой-то политический окрас? Ты знаешь, Саид, я тебе так скажу. Сегодня такое время, что каждый может высказать свое мнение. Ну, нужно ли слушать мнение каждого, по сути своей? Вот, знаешь, ну, иногда хочется, не иногда, в большей степени хочется слышать объективное мнение, которое исходит из каких-то знаний, из каких-то смыслов, а не просто у меня тоже есть мнение, понимаешь? И порой вот эти вот негативные мнения звучат, прям считываешь между строк, что вот я, вот мое мнение, просто вот оно вот мое мнение. А некогда бывает, когда действительно там что-то не нравится, ну, высказали мнение. Ну, на мой взгляд, перед тем, как сказать какое-то свое мнение, я всегда... А я смог бы сделать лучше, вот думаю, вот так вот. И чтобы там не было какое-то свое мнение сказать. А я смог бы сделать лучше? Что я в этом понимаю вообще? Вот в это, что, блядь, сейчас, знаешь, спорить с ученым, что можно изобрести двигатель внутреннего сгорания, я так чувствую. Я думаю, это нелепо будет звучать. Современный мир, он как бы диктует новые реалии восприятия, и сегодня общественным мнением, на общественное мнение влияют лидеры Да? с большой аудиторией, в том числе и ты. У тебя одна из самых больших страниц в соцсетях, у тебя много подписчиков, у тебя большая многолетняя аудитория, и мне кажется, твое мнение имеет значение. Вообще, скажем так, есть такой дискурс, насколько, на твой взгляд, вообще творческие люди, артисты, певцы, актеры, я не знаю, режиссеры должны, с большой аудиторией, должны высказываться на социально острые темы в стране? Слушай, ну если это наболевшее, вот я тебе так скажу, вообще высказать свое мнение, мне кажется, это надо сначала пережить, вот эту тему, о которой ты хочешь поговорить, прочувствовать ее, понять ее стороны все там, а потом уже высказывать там свое мнение, особенно социальное, если эта тема там. Ну, я довольно часто в Абхазии сталкиваюсь с какими-то, ну, в каких-то социальных моментах, и, ну, не все говорю, не все, что мне там не нравится, или там какое-то мнение возникает у меня, нет, я не все говорю, но, конечно, о некоторых вещах говорю. На мой взгляд, надо говорить. Пришло время уже, когда на самом деле надо говорить, надо меняться нам в лучшую сторону. Очень много было возмущений, комментариев, разных обращений по поводу того, что вы провели КВН Да. в период июльского наступления. Плюс был такой комментарий, что можно было пригласить и там, я не знаю, ветеранов войны на КВН, может быть, почтить память героев, погибших минутой молчания перед КВН. Вы думали об этом? Вообще, как ты к этому относишься? И твоя позиция? Моя позиция, во-первых, следующая. Мы, когда только этот разговор поднялся, подняли документацию, посмотреть, есть ли трагическая дата 3 июля. Такого не было. Это не соответствует действительности. Да, в эти дни, естественно, проходили события, но есть конкретные даты, на которых обозначенные даты. Мы эти даты обошли. Надо понимать, видимо, ну, чуть-чуть нет понимания того, что вообще такое Первый канал, что такое съемка телепередачи. Я слышал, ну, сейчас не то, что ветеранов не пригласили, там были ветераны тоже войны. Может, каких-то конкретных ветеранов мы не пригласили, которые обиделись, но я не знаю, там у нас тоже ограничены были эти пригласительные, которые у нас были. Этим тоже занимался АМИК. Там очень много гостей было из России, которые приехали тоже, эти все делегации. И надо было всех разместить. Всю Абхазию мы не смогли бы там посадить, естественно. Ну, маломальски кого смогли, пригласили, посадили. Это был большой праздник, я считаю, для нашей республики. Что касается, ну, говорить, там, какие-то речи на КВН, объявлять минуту молчания, это же событие, еще раз говорю, было это вообще в другой день. Поэтому смысла не было этого говорить. Мне кажется, там, во-первых, началось все с Сабантуя, а потом выяснили, что и КВН тоже в это число. В этом. И потом
Ну, Такие уже, праздничные дни оказались, там и открытие набережной, и КВН. Тимур, сейчас такая в топе тема — это парламентские выборы 2027 года. Да. Ну, во-первых, я не могу не спросить. Да, я иду. Правда? И дальше не ответишь, да? Хорошо, сохраним секрет. Нет, серьезно. Я на полном серьезе хотел спросить, потому что там однажды в Абхазии тоже такое, знаешь... Ну, депутат не мой уровень тогда. Такой, знаешь, был когда-то в истории человеческой сериал про президента, и он потом стал президентом. Плохой это пример. Плохой пример, но как бы в истории... Но есть, да, почему бы и нет. Повторить? Планируешь ли ты баллотироваться? Нет. Понял. Вопрос следующего характера. Учитывая, кстати, я очень часто видел тебя на разных событиях общественной важности, значимости. Очевидно, даже исходя из этого могу делать выводы, что тебе там какие-то глобальные вопросы не безразличны. И сегодня активно идет обсуждение того, каким должен быть депутат парламента, сколько ему должно быть лет, должен ли он знать абхазский язык, можно ли привлекать к работе избирательные кампании российских политтехнологов. Наверняка у тебя по этому поводу есть твое личное мнение. Вот как ты считаешь, каким должен быть депутат парламента? Тем более, вот мне кажется, ну вот я буду настаивать на том, что ты вот прям хорошо изучил абхазское общество, работая над вот таким огромным количеством проектов про абхазское общество. Слушай, для меня вот депутатом парламента должен быть человек, который понимает, какую ответственность он берет на себя в первую очередь. И какой функционал должен нести депутат парламента. Вот это если вот будет, и если человек уверен в своих силах, да, что он там придет и своим там законным творчеством повлияет на то, чтобы жизнь общества изменилась в лучшую сторону. Что касается абхазского языка, все должны знать абхазский язык, в принципе, не только депутат, но и все. Но в данном случае действительно вот для меня яркие примеры прошлого, когда был золотой парламент, когда вот ты говоришь, сейчас появились лидеры общественного мнения, да, вот, Да. но не только же сейчас. Раньше тоже были лидеры общественного мнения, и они выбирались по таким критериям, по разным. Им надо было какие-то поступки совершать, не просто сидеть у экрана там, телефона и, там, или блог какой-то вести, а потом после этого еще свое мнение высказывать по тому или иному. А эти люди были с учеными степенями, они были образованы, умные, и за их спинами были реальные какие-то мужественные поступки, такие, которые там, каждый из них совершал что-то такое, что там обсуждалось с абхазским обществом. И поэтому, и там очень много было абхазцев даже, которые не говорили на абхазском языке. Вот тут вот мы хотим в парламенте видеть говорящих, абхазоговорящих или умных людей, образованных, которые нам дадут тот самый вот этот импульс, который вот сейчас необходим, если честно. Слушай, вообще вот интересную мысль ты озвучил, что вот все приводят в пример золотой состав парламента. Да. Это правда лидеры общественного мнения того периода. Да. И в парламент, в принципе, дошли люди, выдающиеся в своей сфере, будь то это их мнению, политика. Вот, заметь, их мнению можно было доверять слепо. Да, вот я про сейчас лидер общественного мнения говорит, да, какой-то, лидер общественного мнения, там, ты смотришь, а он блогер, там, какой-то, и вот его мнение, просто из-за того, что он популярный, вот его мнение. Ну вот, что касается самих депутатов парламента, и я очень часто слышу, что вот с того периода, да, если мы за точку отсчета берем золотой состав парламента, к сегодняшнему дню составы парламента становятся слабее. И, в принципе, сегодня мы как бы будто бы наблюдаем, что в парламент стремятся там политики, защиту там своих каких-то, может быть, личных интересов, защита своего капитала, не знаю. Я никого не имею в виду конкретно, но в целом. А тогда это были, допустим, там какой-нибудь лучший поэт, лучший там этот, конечно, лучший еще что-то. Вот как, стоит ли нам к этому возвращаться?
Вот я как раз, ты говоришь, ты пойдешь в парламент, да, вот ты меня спрашивал, ты не хочешь ли пойти? Ну, ты И лучший я режиссер в вспоминаю Абхазии. Зурика Ачба, Да, допустим. конечно. Вот он был депутатом парламента, и я, какой депутат парламента, я тебя прошу. Вот кто должен быть депутатом парламента. Из таневцев, на Таня можно посмотреть там на депутата. И то он не захочет, потому что он чуть по-другому. Но я имею в виду, это, его надо взращивать с детства, тоже, наверное, как-то депутата парламента. То есть более Он фундаментально подходить к тому, что ты для конечно. себя определяешь. Ну вот, я тебе привел пример. Вот. Зурик Амачба, им тоже можно стать, я имею в виду дойти до его уровня. Но надо вложить очень много сил, времени в себя, в свое образование, в это все. Если хочешь быть депутатом парламента, это здорово, но ты дойди до этого уровня. То есть, если желание в тебе это есть, это супер. У меня нету этого желания. Но я говорю тем, кто хочет идти. У меня есть желание заниматься вот своим делом. Я чем занимаюсь, я поэтому одним горю, я с ума схожу, поэтому меня ничего другое не интересует. Я хочу заниматься кино, я хочу заниматься музыкой, я хочу заниматься молодежью, я хочу вот эту движуху хочу. Вот это меня делает счастливым. А если тебя делает счастливым что ты можешь написать закон, или там тоже надо понять, что тебя делает счастливым. Корочка депутатская, власть тебя делает счастливым. Или миссия сделать. Или миссия, вот это вот. Если тебя власть интересует просто, извини меня, ты нам не подходишь чуть-чуть. Вот это надо им всем понять, кто хочет туда ворваться. Если ты чувствуешь, что за тобой миссия, и что ты ее готов понести, этот крест, и готов умереть за свой абхазский народ, то, конечно, да, иди, мы с тобой рядом. Но развивайся тоже. Ты, в принципе, добился больших успехов и в российском юморе. Были крутые телепроекты с твоим участием на федеральных каналах. Есть ли сейчас предложения? И если если их нет, поступят, готов ли ты проекты здесь заморозить, поехать туда? В принципе, мне, знаешь, как долгое время я когда работал, очень сложно было, потому что сложные отношения выстраиваются с продюсерами вообще там. И поэтому зависимость от этого все, она мне просто достаточно быстро надоела, конечно, и мне хочется самому творить свои. У меня много своих идей. И поэтому, в принципе, я туда ушел. Но вот если ты, как говоришь, здесь закрыться и туда переехать, то уже нет, я на такое не соглашусь. Это значит, там другое дело туда поехать, где-то отсняться. Приехать, да, для поддержания этого Но мне больше сейчас интересно здесь вот именно создавать все, потому что сейчас хороший момент, вообще есть возможность. И мне кажется, эта возможность будет сейчас только расти. И более того, это моя миссия, чтобы она возросла здесь, чтобы все ребята смогли снять свои картины, кто здесь. Наверняка ты слышал, в России есть популярное шоу на ВК-видео, на НТВ, это «Звезды». Я посмотрел 2 сезона, я очень много времени провожу в дороге и часто какой-нибудь такой контент смотрю. Вот 2 сезона я смотрю и думаю, вот как хочется, чтобы нарты там выступили. Потому что, сейчас мы понимаем, в интернете совсем такой развязный юмор, и я не осуждаю, это, в общем-то, соответствует, может быть, менталитету. Сейчас уже есть вероятность, допустим. Нас приглашали, мы просто отказались. Мы отказались не потому, что у нас были свои дела. Было бы здорово. Нет, как сказать. В следующий раз, когда вам предложат, пожалуйста, по моей просьбе официально. Хорошо, в следующий раз пойдем. Нет. У нас есть планы свои, сделать здесь шоу. Я не буду забегать вперед, но есть такое, в общем, поэтому растрачиваться не стоит на чужие проекты. Слушай, вообще надо сказать вам огромное спасибо, потому что тебе и ребятам, с которыми ты все это творишь, потому что самые яркие проекты, которые были, они были сделаны вами, такие масштабные, как Апсны Стар, до сих пор, все мы помним, 2 сезона. Вот сейчас Лапчаба, КВН, это, конечно, вообще колоссальный труд. За это большое спасибо. Мы всех наших героев спрашиваем,
какие-то вот, знаешь, вопросы, может быть, ну, не совсем личного характера. Вот ты про миссию сказал, а мне интересно, какой ты видишь Абхазию через 10-15 лет? Вообще этот вопрос очень сложный. Не в Абхазии, какой мир будет через Ну, вот какой бы 10-15 ты лет. хотел, чтобы была Абхазия через 10-15 лет? Ну, я хотел бы, чтобы она действительно стала вот... Творческий рай для кинематографистов, да? Да. Я хотел бы, чтобы она вот, счастливая была. Чтобы у людей было чем заниматься, и не было времени на злобу, на зависть, на ревность, на пороки, чтобы были заняты все своим делом, и которое будет им приносить счастье. И вот такое я вижу ее. Дело не в зданиях, не в сооружениях, дело в людях. Вот если люди будут чуть добрее, и не просто добрее, а, как тебе сказать, счастливее, если они будут. Вот если ты будешь, когда ты счастлив, тебе нет дела там. Мгм. Ты заражаешь счастьем Да, окружающих. вот это правильно. Ты заражаешь счастье. Поэтому для меня вот Абхазия это счастливая Абхазия, счастливый народ Абхазии. Вот самое лучшее, что может быть для меня, чтобы у кого нет крыши, оказался под крышей. Там. Или, может быть, сооруженной не государством, соседями, которые ему помогут, которые придут, принесут этот шифер, заколотят, рядом с ним станут. Это его сделает еще более счастливым, чем когда государство привезет и сделает. Там. А вот когда рядом люди станут с тобой, там, которые рядом с тобой живут, вот тогда вот это здорово. Тимур, большое тебе спасибо. Я убежден, что это наша не последняя встреча, потому что ты просто искришь огромным количеством ярких, успешных проектов, и просто хочется периодически с тобой встречаться и подводить итоги этих проектов. Мы желаем тебе больших успехов Спасибо. в твоей миссии, потому что это не просто про развитие тебя, это еще и про нашу страну, про наших людей. Большое тебе спасибо. Спасибо тебе. Увидимся Всего доброго. на Лапчаба. Да, увидимся, дорогой.